Муса Хамчиев тяжело вздыхает вовсе не потому, что проделал чересчур длинный путь до станции скорой помощи, а в связи с тем, что делать это приходится регулярно из-за частых скачков давления. Вот и сегодня он решил в очередной раз проверить свое здоровье, а заодно и пройти специальный экспресс-тест на наличие признаков инфаркта миокарда и острой ишемии. Тест провести дятвы, инфаркте, острой ишемии, шамдацию. Док здоровый, да, на данный момент? У меня постоянно вот это колет у мешки, док, я не один раз. Хамбаду дези, халк дели шело, общий главрах базе, цаган момента такая чавит, цаган баду, дадян дерез, дорогие дел кармари. Но юж бесили, каб холсон положили, может, не то, что через день вошел, а сол доку бака нахмаби. Как известно, своевременная диагностика заболевания во много раз увеличивает шансы на быстрое полное выздоровление. Специальный экспресс-тест для диагностики инфаркта миокарда помогает предположить его развитие уже через 2-3 часа после появления первых симптомов. Данный тест показывает наличие тропонина в крови, который в норме для человека ни в плазме, ни в крови в норме определяться не должен. Его увеличение, его количество в крови свидетельствует о явных нарушениях в работе сердечной мышцы, то есть об острой ишемии. Данная ишемия может наблюдаться при острых сердечно-сосудистых заболеваниях. Провести диагностику инфаркта миокарда и микроинфаркта при помощи экспресс-теста может не только врач, но и абсолютно каждый из нас, предварительно ознакомившись с инструкцией. По принципу применения это похоже на проверку уровня сахара в крови. Процедура тестирования довольно легка и может проводиться даже в домашних условиях, при этом не требуя специальных навыков и дополнительного оборудования. Все, что нужно, это на специальную тестовую полоску нанести небольшое количество биоматериала, то есть кровь. Затем выдержать временную паузу для того, чтобы вещества могли прореагировать и ждать результата. Если спустя время появилась одна черточка, это значит, вы в порядке и здоровью ничего не угрожает. Если две, есть риск сердечно-сосудистых заболеваний и нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Вот самые основные симптомы нарушения работы сердца. Об инфаркте свидетельствует ряд симптомов. Такие симптомы, как острая или жгучая боль в области сердца, грудина, за грудиной, боли, иррадиирующие в ключицу, подлопаточную область, нижнюю челюсть может быть, боль и в руку, в левую руку отдавать боль. Очень часто доктора сталкиваются с тем, что люди не обращают внимания на слабые симптомы и переносят болезнь, как говорится, на ногах. Когда признаки вновь повторяются, только тогда больной бежит за помощью к врачу. Стандартная эхокардиограмма покажет, что есть отклонение в работе сердца, но точно не сможет определить причину. В этом случае поможет тест на инфаркт. То, что мы внедряем сейчас с помощью Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, это качественный тест, который показывает, есть повреждение сердечной мышцы или нет. А с внедрением экспресс-диагностики значительно облегчится своевременная догоспитальная диагностика инфаркта миокарда, что сократит время оказания специализированной помощи, такой как тромболитическая терапия и, соответственно, введение инфарктных помех. Технология диагностики инфаркта миокарда и острой ишемии не стоит на месте. Экспресс-тест тропонина будет и дальше внедряться в медицинские учреждения по всей республике. Но все доктора как один отмечают, как бы далеко не продвинулись возможности современной медицины, каждый сам должен бережно относиться к своему здоровью, особенно когда речь заходит про двигатель человеческого организма – сердце. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.